Поляну осветил и ромашки разбудил. Улыбнулись, потянулись, меж собой переглянулись. Эта девочка была не как все цветы бела. Все ромашки, как ромашки, носят белые рубашки. Он ушел, его здесь нет. Мне одной встречать рассвет. И теперь по нем горю я, как чулпан, звезда горю я. Это строчки из культового произведения Мусы Джалиля «Красная ромашка», стихотворение, написанного в фашистских застенках. Сегодня Татарстан чтит память Мусы Джалиля и его соратников. Ровно 76 лет назад, 25 августа 1944 года, они были казнены в берлинской тюрьме. За то, что состояли в подпольной организации, помогали организовывать побеги из фашистского плена. Джалиловцы, как и творчество великого поэта, обрели бессмертие. Теперь переходим к событиям этого дня. В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова и коротко о главном. Не только профессионалы в своем деле, но и родители со стажем. Самое главное в семье – быть вместе, быть, как говорится, нужным друг другу. Торжественный прием в честь лучших семей республики. Кто в этом году был удостоен медали «Материнская слава», узнала Зарина Ахметова. К концу года можем недополучить почти 50 миллиардов рублей. За 1,4 миллиарда. Это деньги, которые на наши дороги идут. Как коронакризис повлиял на бюджет республики, расскажет Салават Мухаммадулян. С температурой и микробами в школу не пройдешь. Мы повесили такие локтевые дозаторы. Все ли готово в Татарстане к 1 сентября, выясняла Юлия Гоголева. Вечная память. Здесь люди, которые знают, помнят, чтят отца и его соратников. В Казани почтили память Мусы Джалиля. Как традиционная программа разнообразилась сегодня. Увидел Рамиль Шайдуллин. Большой семейный праздник в самом центре Казани. Сегодня в Кремле чествовали лучшие семьи республики. Это традиционный торжественный прием от имени Рустама и Гульсины Минихановых в преддверии Дня республики. В зале Кремля 48 пар со всех районов Татарстана. Почти половина из них – многодетные родители. Многие растят по 5, а то и по 12 детей. Как им это удается, узнала Зарина Ахметова. Воспитывающие вместе с мужем Романом Викторовичем 12 детей. 5 мальчиков и 7 девочек. Своих детей Лариса Толпеева называет большой ценностью. Поначалу не обошлось без трудностей, признается многодетная мама. Но дети всегда были ее поддержкой и опорой. Супруги говорят, так уж мы их воспитали. И за это их семье медаль «Материнская слава». На детях очень много держится, конечно, они все дружные, они так много помогают. Я часто мужу говорю, смотри, как много дома дети помогают. Не приходится как-то насильным образом что-то предпринимать. Ты просто ему предлагаешь, он говорит, я сделаю. Сегодня 4 мамы были удостоены медали «Материнская слава». Все многодетные. При этом успевают и работать, и вести хозяйство. У семьи Гильфановых, к примеру, 5 детей. Все вместе трудятся на своей ферме. Сначала 3 дочерей было, потом мальчика захотелось. Аллах 2 дал, близнецов. 5 детей растут и в семье Погосян. Для своего района они являются примером дружбы и любви разных народов. Мы с мужем воспитываем 5 детей на чувстве уважения ко всем национальностям. И в нашей многонациональной республике представители всех народов живут в мире и согласии. Я думаю, что в следующий раз еще больше будет медалистов. Сегодня среди регионов Татарстан является одним из лидеров по числу зарегистрированных браков. Поддержка института семьи, молодых пар, обеспечение жильем, строительство детсадов и школ – все это создает уверенность молодых семей в завтрашнем дне. Пример вот таких семей, как вы, это вот пример, каким должна быть семья. Семья – это основа государства. Если мы не сохраним наши традиции, нашу культуру, конечно же, будет очень сложно. В этом году более 500 пар республики отметили 50 лет совместной жизни. Рубиновая свадьба у семьи Хабибулиных из Мензелинского района. Рецепт, говорят, прост. Самое главное в семье – быть вместе, быть, как говорится, нужным друг другу и беречь
друг друга. Всего на торжественном приеме 48 пар. Все они не только профессионалы в своем деле, но и родители со стажем. К примеру, семья Багаудиновых из Казани. Это династия учителей с общим стажем почти в 700 лет. Вместе супруги уже 65 лет, и сейчас они преподают своим внукам главный урок – крепкой семейной жизни. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка получат по 300 тысяч рублей. Выплаты начнутся уже с 1 сентября. Сегодня такое решение было принято на утреннем совещании у президента Рустама Минниханова. В Доме правительства рассматривали вопросы клиентов банков, признанных банкротами. Республиканский фонд поддержки до этого 6 тысячам заявителям выплатил порядка 2 миллиардов рублей. Каждый второй из них в полном объеме вернул потерянные деньги. С учетом нового этапа выплат количество таких вкладчиков возрастет до 68%. Сегодня также было принято решение полностью погасить требования 4 ветеранов Великой Отечественной войны и повторно оказать поддержку 2 труженикам тыла в размере 500 тысяч рублей. Остальной категории 300 тысяч мы определяем, несмотря на кризис. Значит, начинаем выплаты с 1 сентября. Больше 34 миллиардов потерь, и это еще не конец года. Сегодня поступление в татарстанский бюджет Рустам Минниханов и правительство обсудили с крупными предприятиями республики. Президент отметил, что главная задача – использовать все меры для восстановления экономики. Отдельное внимание на налоги. Именно на них приходится львиная часть потерь бюджета. К концу года он может не досчитаться уже почти 50 миллиардов. Как будут восполняться потери и кто не дорабатывает, узнал Салават Мухаммадуллин. Бюджет республики в кризисном 2020-м один из самых пострадавших по стране. В планах было поступление 279 миллиардов рублей. В итоге, по прогнозам, к концу года бюджет получит только 230 из них. Для сравнения, на эти деньги целый год могла бы прожить Тамбовская или Ивановская область. Снижение произошло по ряду ключевых отраслей промышленности. Коронакризис, падение цен на нефть плюс ограничение добычи черного золота пробили дыру в бюджете. За 7 месяцев этого года дефицит 34 миллиарда рублей. Уменьшение порядка составит около 49 миллиардов рублей. По нашему мнению, оставшиеся месяцы года должны быть посвящены исполнению утвержденных планов назначения, мобилизации дополнительных источников доходов, сокращению недоимки. Больше всего бюджет по прогнозам потеряет на налоги на прибыль. Это основная часть пополнения казны. И как раз сегодня на совещании с президентом компании, которые обеспечивают 80% таких поступлений. Большинство отраслей в минусе. Растет только нефтепереработка и пищевая промышленность. К задачам также это и поиск новых ниш, то есть те возможности, которые сейчас возникают с пандемией, уже можно смело заниматься восстановлением отложенных инвестиционных проектов, которые из-за пандемии у многих была неуверенность. И кроме того, у нас остались инструменты и те, которые я уже частично упоминал, это по национальным проектам, это и программа повышения производительности труда. Это меры экономические. Сегодня Рустам Минниханов поручил подтянуть и дисциплину. Например, задолженность по налогам предприятий республики выросла на 1,4 миллиарда рублей. Проблемы с собираемостью и по транспортному налогу. Доходит иногда до абсурда. Ездит на Порше, 70 тысяч налог транспорта не платит. 1,4 миллиарда. Это деньги, которые на наши дороги идут. Экономике республики должны помочь и федеральные программы. Татарстан в них один из самых активных участников. Первая мера поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков. Второе – это мера поддержки промышленных кластеров. И третье – это софинансирование региональных программ промышленности. По первым двум у Татарстана и так все очень хорошо. Подводя итог встречи, Рустам Минниханов поставил главную задачу – использовать все меры для восстановления экономики. Мы научились работать в новых условиях. Самое важное – действовать вместе и единой командой. И сегодня президент отметил важность адресной поддержки татарстанцев предприятиями. В пример привел проект «Ярдам Енеше. Помощь рядом». Тогда смогли помочь 55 тысячам человек, оказавшимся в трудной финансовой ситуации. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. А сейчас к другим темам. Сегодня в Татарстане подтвердили еще 30 случаев заболевания коронавирусом. Все заразились контактным путем. 9 человек госпитализированы, а остальные лечатся на дому. Антилидером по количеству заболевших по-прежнему остается Казань. Это 2/3 всех случаев. В районах ситуация благоприятнее. Это не более 2 заразившихся в каждом. Всего в республике за весь период COVID-19 заболели 6338 человек. В
Казани начали предъявлять поддельные справки о том, что пациенту якобы противопоказано ношение масок и перчаток. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. По ее словам, противопоказаний для этого быть не может, и в вопросе медицинских фальшивок еще предстоит разобраться. Появится ли бесплатное питание в школах республики и какую надбавку получат учителя за классное руководство? Об этом и не только говорили сегодня на совещании с вице-премьером России Татьяной Голиковой. Встреча с регионами прошла в формате видеоконференции. Как в Татарстане идет подготовка к новому учебному году и успеет ли здесь выполнить поручение Владимира Путина? Об этом отчитался премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. До 1 сентября остается меньше недели. Все ли школы республики готовы распахнуть свои двери для учеников? И какова она, новая школьная реальность? Все подробности в репортаже Юлии Гоголевой. Измеряем температуру, температурный режим и родителей, и ученики. Не просто новый учебный год, новая реальность. На урок с высокой температурой отныне не попадешь. С градусниками дежурит прямо у дверей. Главное, свой вход не перепутать. В этой 42-й Челнинской школе их будет 8. Мы разграничим время прихода детей в школу. То есть для одних классов это будет одно время, для других это будет чуть пораньше или чуть попозже. Эта школа в Набережных Челнах самая большая. Только первых классов, и это не шутка, здесь будет 16, до буквы «Р». Но директоры и сами учителя настроены по-боевому. Уверены, жажда знаний, коронавирус победит. Защитные маски все лето шили всем коллективам. Антисептика закупили даже с запасом. Перед туалетами мы повесили такие локтевые дозаторы. Дезинфекторы сейчас устанавливают во всех татарстанских школах. Торжественной линейки быть, правда, без родителей. Дети могут помыть руки, обработать. Также есть специальный антисептик для обработки рук. И кроме того, мы по имеющемуся графику проветривания и дезинфекции кабинетов проводим дезинфекцию вот при помощи этого аппарата. Школ в этом году в Татарстане откроется больше 1000. 8 построили только в этом году в Пестричинском районе и Казани. И в каждой бесплатное горячее питание для начальных классов. Такую задачу, напомним, поставил президент России. Как выполняется это поручение, сегодня обсуждали на федеральном уровне. Совещание провела вице-премьер Татьяна Голикова. Участие в нем принял и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Республика к началу учебного года готова. Выделены средства из федерального бюджета, из республиканского бюджета. Утверждено Роспотребнадзором меню, согласованно утверждено единое меню, их 3 варианта по сезонности. Еще одно поручение Владимира Путина о дополнительных надбавках за классное руководство также реализуется. Татарстанские учителя будут получать дополнительные 5000 рублей. Раньше надбавка была в 2 раза меньше. Юлия Гоголева, Ренат Сафин, Эльшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Татарстан. Реновация портовой зоны, выход Казани на Волгу или новый градостроительный тупик. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня прошло заседание Совета директоров Татнефти. Его провел Рустам Минниханов. За прошедшие полгода компании добыли 13 миллионов тонн нефти, нарастив выпуск нефтепродуктов почти на треть. Вырос и выпуск шинной продукции. Параллельно идет оптимизация нефтедобычи. Расходы сокращены уже на 6% от плана. За работу и вклад в развитие компании орденом Дуслык и почетным знаком за выдающиеся заслуги перед ПАО «Татнефть» был награжден главный геолог компании Раис Хисамов. Рустам Минниханов сегодня встретился с главой представительства «Хайер» в России Людмилой Романовой. Обсудили работу индустриального парка «Хайер» в Набережных Челнах, строительство для сотрудников объектов социальной сферы, а также развитие технологий цифрового производства. Напомним, что в прошлом году компания запустила в Автограде автоматизированный завод по производству стиральных машин. На будущий год планируется начать производство смарт-телевизоров и построить склад готовой продукции. Деньги в банк, литры в бак. Заправить своего железного коня, не выходя из машины, теперь можно и в Казани. Для этого достаточно скачать приложение Яндекс.Заправки. Причем всех пользователей услугой страхуют на 100 тысяч рублей. Зачем, знает Алия Харудинова. Андрей Иванов даже не думает выходить из машины, хотя вплотную подъехал к бензоколонке. Вместо этого он берет в руки телефон и открывает приложение Яндекс.Заправки. Выбирает номер колонки, тип топлива, его объем и оплачивает.
По всей стране таких колонок 5500. Их число растет так же, как и тех, кто выбирает бесконтактную заправку. Удобно, без очереди, безопасно. А еще все пользователи застрахованы на 100 000 рублей от поломки машины, если причина в некачественном топливе. Не стоишь в очередях в кассу, особенно в ненастную погоду. Заправщик подошел, заправил. Заправляться так еще и выгодно. Скидки, баллы за то, что пригласишь друга, и промо-акции всегда станут приятным бонусом. В Республике Татарстан у нас сейчас подключено 435 АЗС таких популярных сетей, как Татнефть, Таиф, Shell и другие. За июль 2020 года через сервис жители региона оплатили более 1,5 миллиона литров топлива. А доля водителей, которые заправляются с помощью приложения Яндекса, за последний месяц выросла в 3 раза. Алия Хайрудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Сегодня Центр избирком республики на примере 165-го участка Казани представил, как будут оборудованы все участки на предстоящих сентябрьских выборах. Как и на голосовании по поправкам в Конституцию, особое внимание противовирусной безопасности. Уличное же голосование теперь будет зависеть только от погоды. В каких условиях пройдет волеизъявление, увидел Дмитрий Аринин. Безопасность по всем фронтам – главное на сентябрьских выборах. На всех участках металлоискатели, тепловизоры на входе и ежедневная санобработка. Для всех избирателей перчатки теперь по желанию, а маски все еще обязательны. На входе каждому дадут комплект избирателя. Члены УИКов будут в защитных костюмах. Всех, кто в эти дни будет работать на участке, рассадят подальше друг от друга. На расстоянии установят кабинки и урны для голосования. Для уличного голосования готовят автобусы и шатры. Правда, вторые будут открыты только в хорошую погоду. Мы не рекомендуем, а когда мы так говорим, не рекомендуем, то практически будем следить за тем, чтобы этого не было, да? Чтобы в дождь на придомовых территориях голосования не было. Для сентябрьских выборов всех уровней в Татарстане откроется без малого 3000 участков. На 43 в Казани и крупных городах вместо урн для голосования установят электронный комплекс обработки бюллетеней. Под видеонаблюдение на этот раз возьмут все территориальные комиссии и участки в Нижнекамском округе, где будут избирать депутаты Госдумы. Нет востребованности. Все, что связано с этим, да, все фиксируют наши наблюдатели. Я не видел даже на всероссийском уровне какого-то рассмотрения вопроса, связанного с видеонаблюдением. Показывают все то, что отсняли наблюдатели на участке. И это серьезное изменение вообще, это тренд новый. По прогнозам наблюдателей будет больше, чем на голосовании по Конституции. Тогда за процессом следили порядка 15 000 человек. Точные цифры появятся ближе к выборам. Напомним, они пройдут в 3 дня – 11, 12 и 13 сентября. В эти дни все жители республики выбирают президента Татарстана и муниципальных депутатов. А в Нижнекамском округе еще доп. Выборы в Госдуму, а в Елабужском – доп. Выборы в Госсовет. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. У татароязычных СМИ будет своя программа развития. Этот документ будет включать в себя основные предложения руководителей татароязычных изданий. Об этом сегодня на первом после пандемии заседании говорили в Союзе журналистов. Здесь прошел круглый стол. Медиа республики теперь будут работать в тандеме с комиссией по сохранению и развитию татарского языка при президенте Татарстана. Какими будут главные пункты будущего документа, знает Алия Хайрудинова. Татар китапларын почтовое отделение Татарстанда һәм регионнарда сатарга тәкъдим кертек. Председатель Союза журналистов Ильшат Аминов говорит о том, что книги на татарском языке должны стать доступны читателю и в отделениях почты. За 8 месяцев, пока в пандемию не встречались, накопилось много вопросов. Подписка на татарские газеты упала на 15%, не хватает почтальонов, нет почтового сообщения между Казанью и Уфой, а молодые журналисты не торопятся работать по специальности. Мы готовы принять практикантов, готовы их обучать. Проблема в том, что они загружены теорией и не могут пропускать занятия. За это их просто исключат. Редакторы озвучивают и другие проблемы молодых кадров. Узкий кругозор, незнание литературного татарского языка, нежелание учиться новому. Это упущение руководители СМИ готовы брать на себя и предлагают решения. Дети, мыслящие на татарском, они где? В деревне. Нам самим нужно туда выезжать, находить таланты и давать им возможность печататься на своих страницах. Есть и те, кто считает, что можно научить грамотно писать. Только журналистика в большинстве
большинстве своем призвание. Кругозор, эрудиция, вообще интерес к теме или есть, или этих вещей нет. Месяц назад в республике по указу президента была создана комиссия по сохранению и развитию татарского языка. В общей республиканской стратегии татарские медиа планируют разработать свою программу. Выйти на программный уровень работы. Сейчас мы говорим о том, чтобы собрать пожелания и предложения от именно татароязычных изданий и на базе этого создать программу развития татароязычных медиа. Работа с татарской аудиторией, используя все современные механизмы и способы работы с аудиторией, включая работу в интернете, включая другие площадки, то есть мультиподход к этой проблеме. Итоги этой большой работы подведут ближе к концу года. Тогда и планируют озвучить первый вариант программы развития татарской журналистики. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Мотоблог за подписку. Сегодня в Казани подвели итоги розыгрыша призов среди читателей Татмедиа. Участниками стали 1000 семей Татарстана, Башкортостана и Тюменской области. С начала мая читатели присылали квитанции о подписке на газеты и журналы. Однако счастливчиками стали только 15 человек. О них расскажет Наталья Месина. Поля с мотоблоком, а на отдых с любимой газетой. Изданию «Магариф» Тахир Самигуллин верен уже 40 лет. Свежие новости и последние события республики учитель физики узнает на страницах периодики. Когда узнал про розыгрыш, решил не упускать шанс. Как увидели, что мотоблок там есть, ну, подумали, вот, по хозяйству пригодится. За полезные подарки борьба развернулась среди 1000 участников. Всех их объединяет одно – любовь к чтению. С начала мая читатели из Татарстана, Башкортостана и Тюменской области присылали квитанции о подписке в редакцию Татмедиа. Победителей выбрали с помощью лототрона. И таких счастливчиков 15. Среди них и самый юный участник Аскар Фатахов из Высокогорского района. Теперь читать любимый журнал «Салават Купере» будет на планшете. Он самостоятельно читает. Я прошу, он читает. Громко я слушаю. Вот так занимаемся. Утюги, блендер, пылесос, телевизор и сертификат на 100 литров бензина. Розыгрыш Татмедиа проводит вот уже 6 лет. Однако подписчиков привлекают не этим. Красочные страницы, профессиональный материал, доступность. Если взрослое поколение верно печати, то для молодежи доступна онлайн-подписка и интернет-версия. Для детей особое предложение. Самое популярное детское издание «Салават Купере» тоже шагает в ногу со временем. Теперь дети могут его не только читать, тут же смотреть мультфильмы через специальные QR-коды, но и даже увидеть нарисованного персонажа в раскраске с помощью специального приложения. Еще один эксперимент – вендинговые аппараты. В Казани их установили на 7 станциях метро. Понятно, что в этой ситуации очень тяжело, наверное, печатной прессе приходится конкурировать со всей этой массой. Но, несмотря на это, на развитие интернета, газеты и журналы остаются и продолжают свою очень уверенную, успешную жизнь. И, к примеру, Татмедиа сегодня издает более 250 тысяч экземпляров печатной продукции. И какая редакция без эксклюзива? К юбилею республики журналы «Татарстан», «Сюмбике» и «Салават Купере» подготовили коллекционные издания. Так что подарок 30 августа получит каждый подписчик. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. 11 ударов в честь 11 джалиловцев. В Казани сегодня вспоминают Мусу Джалиля. В этот день в 1944 году поэта и его соратников казнили в немецком плену. В этом году в память о Джалиле и соратниках пробили часы на Спасской башне Казанского Кремля. Ровно 11 раз. Слово Рамиль Шайтуллину. Подножие Кремля, десятки людей у памятника великому поэту. Сегодня годовщина казни группы Мусы Джалиля, храбрых мужей своего отечества, погибших за свою родину. В этом году мы проводим в новом формате мероприятие. Мы показываем, что творчество, оно и сейчас актуально для молодежи, оно востребовано. Я могу сказать, что даже у меня сейчас идут мурашки. Сам подвиг и вообще само событие, что произошло, это, конечно, останется, мне кажется, на долгие-долгие поколения. Их подвиг помнят и спустя 76 лет. Подвиг вот этих смелых людей из группы Мусы Джалиля. Сегодня в их честь звучат 11 ударов на Спасской башне. Для меня вот это дни 24, 25, 26, все эти дни тяжелейшие. И я рада, что я всегда приезжаю сюда и
здесь люди, которые знают, помнят, чтят отца и его соратников. Да и постамент памятника герою сегодня снова утопает в цветах, живых символах бессмертного подвига. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! В студии София Егорова. В Татарстан вернулось лето, что, несомненно, радует. О погоде поговорим в ближайшие секунды. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет облачно и дождливо, но тепло, плюс 24-25 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также пройдут дожди. Температурный фон высокий для этих дней августа, до плюс 25. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше местами пройдут дожди, но будет очень тепло, плюс 24-25 градусов днем. В Арске, Кукмаре и Валтаси аналогично. Ожидается облачная погода, не обойдется без осадков. В Болгаре, Држином и Буинске тепло, но пасмурно, плюс 27-28 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше аналогичная ситуация. Облачно, дождливо, но сохраняется повышенный температурный фон, плюс 26. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77. Ипотека от 6,5 тысяч рублей в месяц. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. В Казани будет облачно, ночью около 15 тепла, а днем 25 градусов выше 0. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.